В начале заседания два вопроса повестки дня, касающиеся налогообложения, были сняты с обсуждения. Принятие данных законов жизненно необходимо. В то же время у некоторых депутатов возникли вопросы в части устанавливаемых тарифов. Поэтому председатель профильного комитета Наталья Смыр предложила рассмотреть законопроекты на следующем заседании. Перед самым заседанием сессии нам, каждому из нас, были розданы замечания нашего коллеги депутата Лаши Ашуба, который внес свои предложения. В данных законопроектах, мы должны были его принимать во втором чтении, да, есть повышение ставок. Ну, как бы его аргумент в пользу того, что сейчас очень тяжелое финансовое положение, экономическое положение людей. Поэтому, может быть, мы еще раз, комитет соберется расширенным заседанием комитета, мы рассмотрим эти ставки, примем решение, консолидированное решение в целом и выйдем на следующую сессию. Депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон о налоге на добавленную стоимость. Изменения касаются порядка подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0% и перечня документов, необходимых для этого, в зависимости от вида деятельности. Поправка также направлена на снижение налоговой нагрузки для налогоплательщиков при закупе материалов по строительно-монтажным работам для собственных нужд. Законопроект был принят в первом чтении. Данные изменения предусматривают, что зачет по налогу ввозного НДС в том числе будет осуществляться как за счет НДС, уплаченного на внутреннем рынке, также за счет налога на прибыль. То есть это также направлено на создание благоприятных условий налогоплательщикам по налогу на добавленную стоимость. Как известно, лица не абхазской национальности, родившиеся в Абхазии, но не находившиеся здесь с 1994 по 1999 годы, не попадают под действие закона о гражданстве Республики Абхазия. Депутаты парламента предлагают внести в данный закон поправки. Речь идет о предоставлении ветеранам Отечественной войны Абхазии, родившимся на территории нашей страны, гражданства Республики Абхазия без каких-либо условий. Депутаты также предлагают внести поправки в закон о гражданстве в отношении лиц, которые в данный период времени учились за пределами страны или были несовершеннолетними. В этом случае все же необходимо соблюдение некоторых условий, а именно наличие ценза оседлости. По мнению депутатов, данный вопрос требует тщательного обсуждения и рассмотрения. Поэтому законопроект был принят в первом чтении. Не совсем согласен с тем, чтобы закон о гражданстве очень серьезно кромсать. Здесь, кстати, я вам хочу сказать, предложение поступило от АВИРа, от Министерства внутренних дел, и они посмотрели самые основные моменты, с чем они сталкиваются, какие проблемы. Заходить глубоко и превращать закон о гражданстве в непонятное что, это делать, я считаю, что тоже нельзя. А здесь основные моменты, люди, которые учились, люди, которые выехали по работе и так далее. Потому что эта цепочка может привести к серьезным потом дальнейшим проблемам. Также в первом чтении приняты поправки к закону об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Депутат Алхаз Джинджулия, представлявший законопроект, отметил, что он разрабатывался совместно с прокуратурой и Министерством труда. Здесь предполагается создание специальных приютов и интернатов для несовершеннолетних. Также предложено внести изменения в Уголовный кодекс страны в части, касающейся ужесточения наказания лицам, совершившим преступления сексуального характера по отношению к несовершеннолетним. Законопроект принят в первом чтении. Те случаи, которые доведены до суда, в которых выносится приговор, мы считаем недостаточно суровым. И увеличение наказания за эти преступления, мы считаем, будет отражать отношение нашего государства к преступлениям подобного рода. 5 вопросов повестки дня касались кадровых назначений. Путем тайного голосования депутаты парламента единогласно избрали на должность судьи арбитражного суда Людмилу Амичба, на должность судьи военного суда Святослава Сагария и на должность судьи Гагарского районного суда Альберта Шевхужева. Большинством голосов Эрланд Сангулия избран судьей Гулрипшского районного суда. Депутат парламента Дмитрий Ардзин попросил освободить его от должности председателя парламентского комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Коллеги не согласились с его решением.
Еще в начале заседания сессии парламента депутат Астамур Логуа предложил внести в раздел «Разное» вопрос о создании рабочей группы по поводу обсуждения инициативы продвижения и принятия парламентом 20-й статьи Конвенции ООН в части противодействия коррупции. А депутат Гия Кварча внес предложение создать комиссию по изучению ситуации с сухумскими санаториями МВО и ПВО. В итоге в завершении заседания сессии парламента рабочая группа и комиссия созданы решением народных избранников. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.